В красный угол ринга встречает его соперника из России, город Сургут, Рашид Янгазиев. А вот и соперник Усмонали Абдулоева, Рашид Янгазиев. Живет и тренируется в Сургуте. Сегодня его профессиональный дебют. Но стоит отметить также, что разница в профессиональном опыте хоть и присутствует, но не является существенной. Да? 2 профессиональных поединка у Усмонали. И сегодня начнет свой путь Рашид Янгазиев. Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighter. Sinton's first fighter in the blue corner from Tursunzade, Tajikistan. He is 24 years old, 168 centimeters tall and weighing in 58 kilograms. His professional record, 2 bouts, 1 win and 1 draw. 1 win coming by way of knockout. В синем углу боец из города Турсунзаде, Таджикистан. Ему 24 года, рост 168 сантиметров, вес 58 килограммов. Профессиональный рекорд. 2 боя, 1 победа, одержанная нокаутом, и 1 ничья. Усмонали Абдулоев. His opponent in the red corner from Surgut, Russia. He is 22 years old, 170 centimeters tall and weighing in 58.4 kilograms. His professional debut. В красном углу боец из России, город Сургут, ему 22 года, рост 170 сантиметров, вес 58 килограммов, 400 граммов. Профессиональный дебют. Дамы и господа, Рашид Янгазиев. Рефери боя Дмитрий Болдырев. Господа боксеры, слушаем команды внимательно. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем. Пожали руки. Удачи. По углам. Итак, Усмонали Абдулоев, он в зеленых перчатках, Рашид Янгазиев в красных. Да, есть опыт уже у Абдулоева, но соперники, которые у него были, в общем, не представляют собой какую-то выдающуюся оппозицию, поэтому вряд ли это каким-то образом скажется. Более того, Янгазиев, в общем, является фаворитом, на самом деле, в этом поединке. Ну и посмотрим, насколько в итоге это окажется так. Усмонали Абдулоев в стойке левши работает. Правша его соперник. Ну и в правшу Абдулоев сразу же встал. Ну, меняет стойки он на самом деле. Вот, поэтому и, скорее всего, делать это будет не раз по ходу поединка. Пытается запутать он Рашида. Многоударная комбинация. Хорошо попал правым прямым. Да, буквально забрасывает ударами своего соперника Абдулоев, но довольно спокойно, основательно смотрится Янгазиев и по корпусу пробил в область печени. И я думаю, что он на самом деле довольно легко все это перетерпит и должен взять в свои руки контроль над боем. Вот теперь уже Рашид включается, пропускает правой навстречу и продолжает отрабатывать по корпусу Абдулоева. Здорово, справа. Да, раз за разом достает правыми прямыми Рашид Янгазиев соперника.
Очень хороший левый по корпусу этого парня. Да. Подтягивай нога. Вставай одиночная. Молодец. И толкается. Ингазиев гораздо больше внимания уделяет работе по корпусу, в отличие от Абдулоева. Но отметим, что ни тот, ни другой не стесняются пойти в рубку на средней или на ближней дистанции. В общем, боксеры не хотят отдавать пространство и не хотят отдавать инициативу. Видим, что первый раунд, кажется, что уже столько всего здесь произошло, а еще больше полуминуты. Да, безостановочно практически работают спортсмены. Атака одного переходит в атаку другого. Вот сейчас после небольшой паузы взялся вновь за нагайку Янгазиев. Мне показалось в какой-то момент, где-то в середине раунда, что Абдулоев вот еще чуть-чуть и сникнет, но нет, в концовке действует очень бодро. Да, вот глядя на такой активный бокс, хочется сказать: парни, впереди еще 5 раундов. Вы точно готовы в таком ритме все 5 раундов боксировать? Ну, понятно, что здесь также может решить одно точное попадание. Не знаю, как, конечно, судьи... Послушаем, может быть, что-то мы интересное услышим в углу. Мне нужно, чтобы ты как минимум сохранял темп. Сам тоже по животу бей, но начать примерно. Ну, в общем, Абдулоеву установки довольно простые и понятны. Я хотел сказать, что интересно, как судьи увидят этот раунд, потому что, честно говоря, довольно сложным он с точки зрения подсчета, потому что когда боксеры стоят друг напротив друга, обмениваются ударами, понять, кто сколько нанес и ущерб, очень тяжело. Побыстрее. Побыстрее. В угол. Но мы видим, что от Усманали Абдулоева требует сохранять темп. А темп действительно был очень высокий. Может быть, рассчитывают они на то, что с точки зрения физической готовности, выносливости их боксер лучше, чем Янгазиев, и темпом сможет взять. Да, причем как минимум сохранять, что подразумевает, что желательно темп взвинтить. Хотя, казалось бы, куда уже. Заставляй. И будь корпус перехватывать. Кидай прямые кидай. Вот прямые кидай. Очень опасно работал Янгазиев левым апперкотом. Кинул, подсел. Молодец. Пытается организовать прессинг боец из красного угла. На нем. Вот пока что Абдулоев меняет стойки ненадолго, да, встает иногда в стойку правши, но не сказать, что у него из стойки правши вообще что-то получается. То есть не особо как-то он эффективен, но продолжает пытаться. Вот, заставляй кидать удар. Заставляй. Неплохой удар снизу был от Янгазиева. О, справа Янгазиев попадает. И вот в клинч пошел Абдулоев. Да, очень жестко на сближение отработал Янгазиев. А сейчас вновь включается очередное попадание. 2, 3, 4 удара. Да, Янгазиев близок к тому, чтобы закончить этот поединок досрочно. Ну, пока держит, пока держит. Ух, еще попадание. Ну, правда, чуть смазано получилось. Столько ударов пропустил плотных Абдулоев. Да, шикарный эпизод для Рашида Янгазиева. Еще по корпусу. Кстати, забывает Абдулоев работать по корпусу, то, что ему говорили в углу. Янгазиев в этом плане разнообразнее. Вот, сам, ну бить надо. Дальше бить. Шагами, да. Сталкивай. И вперед и Вновь по корпусу левый боковой также заходит у Рашида. Очень тяжело приходится Усмон Али, но отметим его мужество. Пытается он отстреливаться, даже идти вперед в каких-то эпизодах. Да, проблема в том, что он уже не держит темп, который сам и задал. И видно, что когда он пытается, тяжело уже, руки у него летят.
Вот прям рука, там локоть вперед перчатки летит. Значит, что руки устали. Вот, еще. Вот. Чуть повыше бей вот эту до длины. Прям в висок. Потянь. Комбинация от Абдулоева, но все практически заходит в блок. Вот, еще подтирай. Правым апперкотом пытался соперника достать Рашид. И да, раунд заканчивается. Возможно, пара даже лишних ударов залетела. Один точно. Кулачок сожми и прям висок пробивай. Прям вот по площади. Не точность нужна, а прям в площадь бросай сюда и ну кулак сожми. Дыши. Дыши. Смотрим мы повторы того, что произошло во втором раунде. Самый яркий эпизод был, конечно, когда целую серию точных ударов нанес Янгазиев. И при этом у Абдулоева его удары как-то вот все летело мимо. Причем начинал-то Усманали Абдулоев хорошо, в своем темпе, набрасывал, но спокойненько выждал все это Рашид Янгазиев. И, в общем, во второй половине раунда очень здорово смотрелся и выиграл этот раунд. Если первый был ну, вот туда-сюда, то второй раунд, конечно, за Янгазиевым. Третий раунд начинается. Ух, Хорошо, да, сейчас Абдулоев отработал. Правый зашел чисто. Вот несмотря на то, что Рашид дебютирует сегодня, а Усманали уже имеет 2 профессиональных поединка, лично у меня есть ощущение, что Наоборот. Рашид более обученный, более матерый боксер. Да, школа лучше у Янгазиева. Собственно, вот я перед боем почему и сказал, что именно его рассматривают фаворитом этого боя, даже несмотря на то, что он дебютирует против человека, который уже побывал на профи-ринге. Он более основательный, у него лучше школа бокса, он более отточенная техника, потому что Абдулоев, у него такой стиль немножко, не знаю, как описать, такой вольный, да, у него нет прям какой-то четко поставленной техники, он больше в США называют как бы volume puncher, да, человек, который забрасывает соперника большим количеством ударов. То есть он делает ставку именно на количество, на темп, а не на комбинации или, допустим, на жесткие какие-то единичные попадания. Первая половина третьего раунда у нас проходит вновь в борьбе за инициативу. И это означает, что Усманали Абдулоев все же готов сражаться дальше. Но, да, Ян, обратим внимание, что темпа такого у Абдулоева, какой он задавал в первом и в первой половине второго раунда, уже нет. И по большей части уже начинает поджимать Рашид Янгазиев соперника, и ответить равнозначно Усманали уже ему не может. Да, просматривается такое неплохое преимущество Янгазиева, но и Усманали периодически попадает. Дважды зашел удар справа у Рашида. Болтануло слегка Усманали. Не толкаемся, оба толкаетесь. Интересно, в перерыве как раз-таки Янгазиеву говорили, забрасывай удар справа, туда, в область уха, виска. Только главное, сжимай, не забудь сжимать кулак. Но это как раз важно для боксера, который только недавно перешел из любителей, потому что в любителях такие перчатки, в которых, в принципе, кулак сжать, ну, очень сложно. Даже если ты сожмешь его несколько раз, у тебя рука, ну, просто вот потом уже сама разожмется. Это очень тяжело. Здорово концовку проводит сейчас Рашид Янгазиев. Ух-ух-ух-ух. Потрясен Усманали. Ух, еще раз. И гонка спасает спортсмена в зеленых перчатках. Что ж, перерыв, которого могло и не случиться, продлился раунд еще буквально несколько секунд. Понял? Ты меня слышишь? Можно. А? Молодец, можно. Так вот, для любителей, поскольку там другие перчатки, и в принципе суть любительского бокса состоит не в нанесении ущерба, а просто в количестве точных ударов, и тяжесть их
абсолютно не имеет никакого значения. Поэтому зачастую поначалу тяжело перестроиться, потому что привычки, инстинкты, они берут верх, и боксеры просто вот, ну, в буквальном смысле забывают, что надо обязательно сжимать кулак при нанесении удара. Ну, хотя мы видим, что у Рашида Ингазиева перчатки рейс, а они сами по себе, когда их надеваешь, там кулак уже сжат у тебя. То есть чуть его нужно поднапрячь, и будет больно. Сопернику, естественно. 4-й раунд. Идет вперед Усмонали Абдулоев. Ну, кстати, в каждом из раундов Усмонали очень активно работал на первых секундах, но уже затем с переменным успехом. Ну да, сначала целый раунд, потом полраунда, потом треть раунда, и вот все меньше и меньше. Но неплохой отрезок, первые 30 секунд Усмонали Абдулоев проводит несколько точных попаданий, но мы уже нечто подобное видели, и вопрос не в том, как Усмонали проводит концовку, начало, а вот именно как он проводит конец раунда. Еще раз подсядь. Ножки живые. Ножки. Возле клоуна. Закинь. Вот так. Умница. Вот опять ножки живые, закинь. Рашид Ингазиев лучше, конечно, чувствует дистанцию, это видно, потому что Абдулоев иногда пролетает мимо, да, то есть удары у него улетают туда, за спину. Иногда, наоборот, не дотягивается до соперника. А вот у Ингазиева в этом плане гораздо лучше обстоят дела. Ну и плюс еще коэффициент полезного действия. Также у Рашида гораздо выше. Бьет не так часто, но гораздо точнее. Да, и вот как раз именно чувство дистанции — это одна из тех основ, почему у него эффективность на таком высоком уровне. Здорово справа короткий удар в исполнении Ингазиева. Ух, по корпусу как тяжело еще. Ну, отдадим должное Усмонали Абдулоеву. Он показывает характер в этом поединке. Настоящий такой железный, несгибаемый. Сколько он пропустил. И продолжает действовать. Уже сквозь усталость видно, что тяжело ему. Не так свеж, как в начале. У нас вторая половина поединка, кстати говоря, началась. Продолжает идти вперед Рашид. Да, вновь шикарный был эпизод в его исполнении, когда было несколько чистых попаданий в голову, затем тяжеленный удар по корпусу. Вот вновь на средней дистанции, на ближней демонстрирует Рашид свое превосходство в огневой мощи. Подустал, кстати, тоже Ингазиев. Да, но уже зашел он на ту территорию, на которой он в официальных поединках не бывал, потому что все-таки любительские поединки 3 раунда по 3 минуты. Сохраняется, кстати, очень высокий темп в концовке 4-го раунда. Перерыв. Ну, интрига в любом случае сохраняется. Было ощущение, что в конце 3-го раунда уже, в общем, совсем скоро перестанет сопротивляться Усмонали Абдулоев. 4-й раунд получился для него гораздо лучше. Да, и он немножко по-другому его провел. Он активно начал, потом в серединке взял паузу и выдал концовку. Не толкай его, не толкай. Толкать надо и повыше бей, все нормально. Джеб длинный, подсел длинный. Джеб длинный, подсел боковой. Да, вот говорят как раз длинный джеб и сразу после него подседать, потому что как раз при помощи джеба для того, чтобы провоцировать соперника на атаку, и при том, что Усмонали Абдулоев валится вперед, зачастую во время своих атак, потом как раз его очень удобно встречать короткими боковыми ударами. То есть выбрасываешь джеб, подседаешь, и потом коротенький правый боковой, и соперник уже сам на него идет. Ну, это, собственно, вот даже на одном из повторов вы видели в предыдущем раунде. Начало 5-го раунда. Очень жесткий правый прямой от Ингазиева. Зашел он в блок.
Услон, ты долго стоишь, ждешь. Ты даешь паузу, большие, говорю, блин. Он пытается сейчас Рашид реализовать то, что ему говорили в перерыве. Правда, Абдуллоев не торопится идти вперед. И вот как раз его и подгоняют. Почему пауза, да? Говорят, не надо паузы давать, надо идти вперед. Потому что в невысоком темпе Янгазиеву удобно работать, учитывая его стиль. Начинай работать. Долго. Надо работать. Пытался зайти с джебом, но неудачно. Усмонали Абдуллоев. Ну, Абдуллоев, конечно, и рад бы, может быть, вот так поработать, как в начале. Но, во-первых, он уже и поднаелся. Все-таки, когда ты пропустил довольно много таких плотных попаданий, и когда тебе навстречу, особенно это летит, во время твоей атаки, то уже потом начинаешь сомневаться. А вот стоит ли сейчас? Может быть, подождать, а может, по-другому. Вновь начинают сгущаться тучи тем временем над Усмон Али. Несколько точных ударов прошли у Рашида Янгазиева. Он почувствовал кровь, пытается взвинтить темп. Апперкот уже после команды. Очень много уклонов, а пропустил апперкот слева Рашид Янгазиев, но это был лишь эпизод. Видно, что оба подустали. Бокс стал немножко вязким. Точных ударов меньше. В принципе, ударов выброшенных стало поменьше. Плотный левый снизу зашел у Янгазиева, да. И следующая атака точно такая же. И вновь проходят эти удары. Свидетельствует о том, что действительно очень сильно устал Усмон Али. Да, Янгазиев тоже, конечно, уже далеко не свеж. Тут уже прям видно, что через «не могу» в концовке раунда действует он. Да, все-таки это реально очень тяжело, когда ты все-таки уже много лет, да, в любителях дерешься по 3 раунда, а здесь, особенно против такого упорного соперника, который еще любит работать в высоком темпе, отбоксировать вот уже 5, да, еще раунд остается, это прям по-настоящему серьезный старт в профессиональной карьере. Последний раунд руки подать обязательно. Последний, да? Так, последний, да? Ну, кстати, очень ценное замечание, потому что, как мы видели, Усмон Али Абдуллоев такой сказал: последний, да, ну, очень часто спортсмены, особенно с небольшим опытом, а иногда даже и суперопытные, но когда, в общем, такой поединок на грани человеческих возможностей, нуждаются в подобных подсказках, какой сейчас раунд и вообще где они находятся. Да, это на самом деле так. Заключительный раунд боя. Бакс. Особенно бывает после тяжелых попаданий. Можно вспомнить такую известную историю. Шейн Моузли в бою против Пакьяо после нокдауна, который был в 3-м раунде. У него как будто выпало 3 раунда, и выходя на 7-й, он думал, что 4-й сейчас раунд будет. Вновь очень плотный левый боковой от Рашида Янгазиева. Несколько раз зашел в область печени. Вновь поджимает Рашид. Очень хочет он досрочно закончить этот поединок. Но и сохраняется достаточно сил для того, чтобы огрызаться у Усмон Али Абдуллоева. Я бы, кстати, еще отметил матчмейкинг, потому что все-таки дебютант, да, против, ну, в общем, боксера, который сам, конечно, совсем недавно дебют свой провел. Но такой тяжелый бой, да, мы опять же часто видим, как дебютантам очень слабых соперников подбирают, там, поначалу, да, первые 5, а то и там 10 боев, иногда и больше. Вот здесь же у Янгазиева соперник, ну, прям, который заставляет его работать на максимуме. И буквально вот
нужно вырывать победу, да, то есть Ингазиев не просто вышел и налегке отбоксировал, а ему за победу приходится прям биться изо всех сил в этом бою. И так вот растут большие чемпионы, на самом-то деле. Да, потому что часто мы наблюдаем, как рекорд растет, а уровень спортсмена, в общем, в лучшем случае остается прежним. Да, иногда и падает. Да, здесь же, в общем, достойны друг друга парни. Вылетает Капа, судя по всему. В угол, в угол. А, в угол, иди туда. Быстрей, побыстрей. Ему, не мне. Тайминг. Да, небольшая пауза, и Дмитрий Болдырев командует о том, что можно продолжать. Совсем немного времени остается для того, чтобы окончательно выяснить отношения у ребят. Надо работать самому. Молодец. Толкни вперед, толкни. Оставил баланс потерять. Да, очередная порция разменов. Были неплохие попадания и с той, и с другой стороны, но вот прям акцентированных и чистых ударов не заходят. Больше атак становится по площадям. Давай, опять топ. Да, на самом-то деле вот Абдуллоеву для того, чтобы вот сделать бой прям совсем равным и тяжелым для подсчета, вот чуть-чуть не хватает вот этой физической выносливости для того, чтобы в высоком темпе работать постоянно, без остановки. Вот если бы он держал тот темп, который он держал в первом раунде, весь оставшийся бой, вот тут бы, конечно, очень тяжело было бы сказать, кто выиграл. А так, на мой взгляд, все-таки Рашид Ингазиев сделал достаточно для победы в этом бою. В тяжелом. Причем вот, мне кажется, что первый и шестой раунд были самыми неплохими для Усмона Али. Да, то есть раунды, где прям тяжело сказать. То есть можно ему отдать, можно и Ингазиеву отдать. А вот со второго по пятый, конечно, мне, на мой взгляд, особенно вот во втором-третьем, там вот преимущество Ингазиева прям заметным было. И может быть как раз все-таки вот этот маленький опыт Усмонали Абдуллоева, потому что Ингазиев никогда не боксировал больше 3 раундов, будучи любителем. Все-таки свой прошлый бой, пусть он был в мае, 6 раундов отбоксировал Абдуллоев. Ну, в дебютном он победил техническим нокаутом во 2-м раунде. Там, в общем, все достаточно быстро закончилось. А вот все-таки пусть и маленькое преимущество в опыте дало о себе знать. Ну и настоящее боевое крещение для Рашида Ингазиева произошло сегодня в Екатеринбурге. Что касается Усмона Али, то получается, действительно, первый бой выиграл, во втором ничья, причем ничья раздельным решением судей. Это очень редкое явление, когда мнения специалистов разделились полностью. То есть один отдал победу сопернику Алишеру Шудиеву, второй отдал победу Усмону Али, третий зафиксировал ничью. Уважаемые дамы и господа, итак, в этом бою единогласным решением судьи победу одержал. And the winner this fight by unanimous decision, Рашид Ингазиев. Ну а здесь решение, конечно же, единогласное. Рашид Ингазиев дебютирует с победы, с чем мы его и поздравляем. Это вечер